Я тоже вот сижу, смотрю, что творится, блин, в Западной Европе, блин, как эти мусульмане, блин, ваххабиты, не знаю, кто, салафиты, выходят на улицы, требуют, блин, установить шариат, бля, в Европе. И я просто в ахуе. Тем самым я все сильнее начинаю ненавидеть эту религию, блядь. Я раньше сам был верующим, понимаете? Я сам был верующим, я читал намаз 5 раз в день, понимаете? Все делал. А потом, когда начал изучать все это углубленно, хадисы, вот эти вот противоречивые аяты Корана, несопоставление там каких-то там рассказов про какие-то, блин, идиотские истории, которые вообще противоречат, блин, критическому мышлению и научным фактам. И я задал себе вопрос, да, так, блин, я вроде химик, человек, который, блин, изучает науку, то все, ты вроде бы я понимаю фундаментальные основы какие-то мироздания, то все, блин, а потом тут, блин, и все это начало противоречить, да, там каким-то моральным нормам, этическим нормам. И я, короче, позвонил своему одному другу, он тоже такой мусульманин, я говорю, слышь, братан, я что-то в последнее время разочаровался, короче, в нашей религии. А он говорит, получается, ты кафир, говорит, ты вышел из ислама, говорит, но он такой прям верующий, слишком верующий, он говорит, тебе нужно, короче, ты кафир, короче, либо возвращаешься, либо ты наказываешь, тебя наказывать надо. Я говорю, как наказывать? Ну, вот так вот достоверно в хадисах говорится, то, что пророк, типа, мир ему благословение, сказал, то тот, который выше покидает ислам, не вернется, не возвращается обратно, ему, короче, нужно казнить, отрубить голову. Я, блядь, говорю, ты что, шутишь? И он мне сказал, ты мне больше не друг. Послал его нахуй. Пошел в магаз, купил 2 бутылки пива, бахнул. Я сказал, в жопу этот ислам, блядь. И при этом ты сам себя начинаешь, вот совесть начинает грызть тебя, да? Сам себя, короче, начинаешь ненавидеть, то, что ты считаешь себя грешником, то все. В исламе много ответвлений, чем в христианстве даже, например, их больше 70, да, они все друг друга считают кафирами, неверующими, салафиты эти, блин, ваххабиты, эти сунниты, шииты, блин, там еще кто-то есть, блядь, он не понимает, он просто на эмоциональном уровне, Альшер, эмоциональном уровне, он не основа ислама, он не понимает это. Он не знает, что такое таухид, он не знает, что такое это фундаментальная основа ислама, что вообще это, как говорится, вероучение, его минусы, короче. То же самое Сердар Ходжанипец. Либо он знает, для этого он вообще мошенник. Да, просто порой хочется выйти в Ютубе, высказаться, да, вот про все вот это вот ересь. Потом скажет то, что, блин, правозащитник разжигает межрелигиозную там рознь. Смотрите, чтобы это было эффективно, нужно подумать, только вам это написать или в целом как вообще, куда это донести? Давайте я разузнаю. Да, сделаем, без проблем. Только нам смотрите, что нужно сделать. Я разузнаю, как будет эффективнее, куда писать, как писать и кому писать. И, скорее всего, я сам буду от вашего имени тут все это доставлять в Европе. Я же тут нахожусь. Да, посольство все это не рассматривает. Это, скорее всего, нужно опять через суд, через полицию как-то делать. Сейчас вот эти вот идут волнения, да, антиисламские в Западной Европе. По-моему, можно воспользоваться этой ситуацией. Я поинтересуюсь тут польскими исламофобами, которые не любят муслимов, вот, и как можно на них надавить. Вот, через какие механизмы. Мне придется это изучить. Это заявление, смотрите, как нужно сделать. Если нужно как-то местного чувака натравить на них, и все. Гражданина Европы, да, гражданина Европы просто нужно натравить на них. И это нужно сделать эффективно, чтобы она работала. Вот я, например, первую процедуру уже запустил. Я же не просто пошел туда, там, куда-то пожаловался, нет. Я пошел именно в нужные инстанции, потому что это глобально, когда доводишь этот материал до отдела по безопасности государства, и когда они реально интересуются этим вопросом, вот этому есть резон. Тем более Сердар Ходжанипец, он 2 раза получил отказ, плюс у него Интерпол, плюс религиозник. Давайте я запишу себя, его ж не забыть. Да, в принципе, эту информацию она же защищается законом, никто это не делится. Не, смотрите, простите, то, что перебил, да? Обычно, когда режимы начинают преследовать человека через Интерпол, каких личностей, если эти личности особо опасны для режима? Сердар не особо опасен для режима. Как он может быть особо опасным для режима? Это же не Мухтар Аблязов, это же не Навальный, блядь.
Туркменский режим до этого в Интерпол давал только, знаете, этих оппозиционеров 90-х годов при Ниязове. Бердумухамедов, он тихушник, понимаете? Он сделал себе, понимаете, он сделал себе урок на ошибках Ниязова. Он дружит с Евросоюзом, он выполняет их, он пляшет под их дуд. Как пляшет? Он там платит деньги, вступает в организации, там, понимаете, проводит какие-то акции в Туркменистане. Поэтому Евросоюз закрывает глаза на это. И он не поднимает шум. Он, если дает в Интерпол кого-то, в этом есть большой резон. Либо дает в Интерпол вот этих вот беглых чиновников, которые там реально могут нанести ущерб режиму, да? Чересчур много знают. У него жопа горит, потому что ему никто не помогает. Его все кинули, его жопа горит. От этого не будет толка. Можно сделать, от этого толка не будет. Это уже можно. А потом я разузнаю, какие органы и как все это передать, чтобы было эффективно. И все. Это понятно, смотрите, понимаю. Цель такая, чтобы он заткнулся и чтобы его оттуда депортировали. Вот и все. Поэтому, смотрите, то, что вы говорите, это понятно. Зинаида Анзадовна закашляла, клублясим, что могут сказать? Просто, подавай в суд, типа. Тут по-другому нужно действовать. Можно это сделать, записать этот видеоролик, это понятно. Нам нужен эффект. А чтобы добиться хорошего эффекта, нужно разузнать, куда это отправить, как это сделать. Вот и все. Вот что главная проблема. Поэтому, скорее всего, и это нужно подать так, чтобы не казалось, якобы вот эти вот междугрупповые неусобицы, да, грызть вот эти вот бір-бірлерінің көшін еп какой-то бір топарлар, группировкаларда пикир этмен эмес, да. Вот как-то так. Да. Они же это поймут, потому что, столько сообществ, столько, оппозиционных движений за границей, которые уехали из Центральной Азии, из других стран. Они же с этим уже несколько лет сталкиваются. Вот. Вы думаете, они это не знают? Они все это прекрасно понимают, то, что эти группировки могут друг другом там обвинять друг друга в чем-то, там могут строить козни против друг друга. И поэтому они стараются держаться от этого подальше. Нужно это по-другому сделать, по-другому. Об этом нужно подумать, разузнать. Потому что подавать в суд, например, я его могу тут подавать в суд. У нас сейчас мой адвокат, сейчас наш адвокат в организации, он одним судебным делом занимается. Параллельно другого адвоката подключать нужны ресурсы. Ресурсы можно найти, я смогу даже найти эти ресурсы. Просто тратить время и деньги на этого говнюка не хочется. Потому что он того не стоит, его просто напугать надо и все. Он должен бояться своей задницы, шкуры и все. Его, смотрите, убежище когда отказывают. Если человек, например, нарушает конвенцию, есть специальные пункты. В 1956 году, когда приняли конвенцию, в этой конвенции есть оговорки, в каком случае отказывается, не удается. То есть в его высказываниях, его призывах есть нарушение вот этой вот конвенции. Нужно это прочитать. И нужно составить письмо так, вместе с переводом донести до них, до нужной организации, к которой мы дойдем, и указать то, что он вот так-то вот делает, нарушает конвенцию. И все. Mitingi sağlam geçti bilsek provokasiyası. Serdar Hoca nefes vam geldi bakmadı mitinge. Потому что hem çağırdık. Mitingin anonsunda zat dep yazdık. Mitingde başka opozisyon kuramaları ya da başka aktivistlerin toparlarını kemsitmeklik qadağandır. Böyle Polşada registrasiya ettirecek bu. Yaxşı. Fond hükmünde açacak bu. Biz görelim. Kanı fond hükmünde İkide adam var, nasip olsa çıkarmalı onu. Polşanın midine geçti dokumentleri. Nasip olsa boşlular nimədir bunlar. Lisepası meselesine koşulma. Hiç elimde biraz bilmiyorum. Magazine yaradır geçti yemeğe. Bize de alın özmü. Onun özü bakımının işine de göre yani ekranın arkasındaki. Deməli, gördüğünüzden bir videoda bölümdə mən Xamala, Azad Bayitbayev, agent İşlet Murat Qurbanov aylık bir şimdidir. Yerim öz video rolümdə aydadı. Mən Xamala, OBS-də Azad Bayitbayev, Murat Qurbanov, Azad dev aytmışım. Azad Bayitbayev, agent dev aytmışım. Xamala bana Ermənistandan xabar gəlmişdi. Mənəm Azad Bayitbayev, agent İşlet aytmışım Murat Qurbanov. Son Murat Qurbanov nə dirəliş zona etməzində Murat Qurbanov bilan gəpləşmədim. Murat Qurbanov bilan bir zatlar boladı. Aydadı. Mən şu Germaniyadakı bəçəni bildim zaten. Mən o bəçəni suda verəməm. Murat Qurbanov. Bizimlə reis Kerim Zonovic. Kerim Zonovic'dən ona derdi aydamış. Biz məni suda böləcək olub görəlmişimiz zat. Bat dedi. Son izindən
Atrás da Murat'a çıkart bana sen aydın mı de aydın aydım sana desen yok benim aysak da aydam yokmuş. Allah son terim Долбоева Özbekistan'ın правозащитники. Bize организация Özbekistan'ın bize Ассоциация прав человека в Центральной Азии deyip duran. Hem de yurdan var için. Var mi? Özbek adam arkadaşlar. Sonday bolan ya adayım da ya. Kaysı bortta da öğrenmesin bile. Beçenin götünü kovcalasam onu deport ederler. Потому что закрытого города это. Özен нелегально трафик bilen заниматься deyken adam. Это нарушение закона о сохранности личной информации. Ben onu bara судить etsem suda çağırlandı ama kontrprimer getirmeli. Sen nime üçüncü adam olsun ben de vay. Ayda transatlarının içkin nimesi var. Даже нам приедет клуб 40 мандат yazıp журнал такой госпиталь я даю даю. Факт получения денег было. Или же против туркменов борюсь, да, да? Плюс Сердар Ходжинепесов ответит за свои травмы. И плюс комментариялар var. Abdullah deportация tayinde Nurcan Abay'ın maalesef de yazan ama к сожалению депорт yazan. Сегодня листовки раздал. Еще осталось. По Варшаве гуляем, кидаем. Завтра меня, короче, я еду в национальную безопасность Польши. Помните, я рассказывал то, что за мной тут следили, там Сердар Ходжинепесов пытался выяснить мой адрес, вот. Еще 100% не знаю, они следят ли за мной или нет, потому что они демонстративно начинают следить за мной после того, как мы как-то тут начинаем проявлять активность, понимаете? Смотрите, теперь смотрите. Я не знаю, но то, что он себя ведет так, понимаете, ведет там, несет ахинею против меня, вот. Клевета, то, что он пытался настойчиво пытался выяснять мой адрес. Я хочу связать все это, понимаете, со слежками. А Сердар Ходжинепесов тем более два раза получил отказ. И плюс сейчас в Европе идет антимусульманское, понимаете, антимусульманский настрой. Вот. Я хочу донести до него, чтобы они им занялись. У меня есть то, что он же пытался там заставить меня написать ему письмо поддержки. Я же ему отказал. То все, короче, Ну, у меня там уже есть, там против нашей организации сейчас начали заниматься еще отдел по борьбе с терроризмом в Узбекистане, в Казахстане, то есть вот, все, сейчас этим ассоциацией начали заниматься эти структуры. Короче, я знаю, как это связать, вот. И пусть занимаются им, пусть проверяют, он испугается от этого, вот. Либо потом у него вырастут шансы депортации, потому что если он туда даже поедет, его не будут пытать. Сердара, потому что он же лицемер, он сразу может, он сдаст всех с потрохами, чтобы свою шкуру спасти. Вот, поэтому я не спешил, потому что почти месяц тому назад я польским спецслужбам написал сообщение, рассказал им про слежки, про всю ситуацию. Вот. А это им интересно, потому что если тут гуляют агенты наших спецслужб, короче, завтра расскажу все, то все. Пусть Сердара тоже помутузят, его не отправят, потом за Керимова. Короче, сделаем так, и все. Плюс Сердар Ходжинепесов ответит за свои травмы. А если Сердар Ходжинепесов önce мен TikTok'umda zat yazıptı, kommentariy yazan bana, Facebook'ta ham koyuptu, özünün Facebook'unda ham koyan, Facebook'unda ham zatlar oturadi ya. Farid Тухпатуллин, zatlar emmas, подписан же на него. И он хотел, походу, меня дискредитировать, и сон ТикТок'та я мага yazıp oturan sen pul sorap yürüysen деп. Benim комментарий yazdım. Если у вас есть претензии и доказательства, подавайте меня в суд, dedim. В противном случае ответите за клевету и за травлю, деп yazdım. Сердар Ходжинепесов меня вынудил к этому, потому что до этого видеоролика он обвинял меня. Он обвинял меня в мошенничестве. Там Сердар Ходжинепесов. Мы с ним хорошо общались до той поры, пока он меня в мошенничестве не оклеветал и все. И он под конец, короче, звонит мне где-то январın kutarmağına 5 gün kalandan mı? Oğlanın skin mошенник, sen zayıf alan bir ettin. Короче, mошенник de üstüme kıyırıp yatan bana ettim. Stop, nime oldu Serdar Aka? Nime mошенничествода обвиняешь desem? 5 silini veren yok. Ma ettim, окей, хорошо, это мой грех, yadımdan çıkıptı dedim. Ну, ладно, вы могли там накричать на меня, наругать, но не мошенник. Вы что, не знаете значение слова мошенник? Zaten. Короче, sesini çıkarmadı koydu. Bunu hem benim Polski Helsinki fondda kelimelerim hem eşitti, kollegalarım eşitti. Temana hem bizdes udar oldu. Sonra benden soradılar, ma ettim, düşündürüp verdim sonra. Короче, это ваши терки. Ma ettim, да, это наши терки, короче, dedim. А после этого он начал меня обвинять там,
Hat yazıp veren yok bana, benim arkamda duran yok. Senin için bu yola çıkmadık bizler. Allah bana kömek ederdi. Потом начал обвинять меня то, что я сотрудничаю с ТХФ. Его ебет, что ли, с кем я буду сотрудничать.